И наконец-то у нас сплав. Полпятого. Люблю эти сопки, постоянно когда едешь по Покровскому тракту, вот они начинаются, и вдоль них вообще вот так вот дорога, вау, туда. Вон же ребят сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вон же ребенок пьет молоко мамина. Река Большая КТМ шумит. А когда река шумит, это значит, что она быстро течет. Вот там можно так в нем так упаковаться и выходить. Вот там лучше. А там эта хреновина вся идет через кусты, да? Ну там кусты, да, такие. Да, вижу. Вот по язычку, прям черного язычка держи. Там вот так сразу вау, вправо, потом влево, сразу маневр туда и пошел вау. А там смотри, бурлях какие-то. Да-да. Видно, что белые. Мы там вообще развернемся? Развернемся. Развернемся, да, нормально. Ну что, перетаскиваем вещички. Такая жара летняя вообще. Прям вот здесь ветра нету. Внизу вот кругом закрытая территория, местность. И прям солнце печет, вообще кайф. Вот так вот мы сейчас тут будем стартовать. И туда пойдем. Там красиво, вот сверху с моста. Потом поедем, еще покажу. А что вы кушаете вкусненького такого? Пока я тут хожу. Пока ты ходил, уже все съели. Собираю репортаж. Ух ты, пирожки. Пирожки. Пирожки, виноград. Ладушки там есть? Сало. Сейчас подкрепимся. Здравствуй, матушка КТМ. Прими своих гостей. Будь к нам добра, так же, как и мы к тебе. Вода хорошая, для купания как раз. Ой. Если что, мы Игоря задачим, чтобы он вот так вот ходил, чтобы все комары шли на него. Какие комары? Которые уже на Уже есть, да? Да. О, это думаю, что я чешусь хожу. Это же меня комары, оказывается, одолевать начинают. Я сзади на спине сидит здоровый рыжий комар. А? Ну-ка, Жирный. сними кого. Как он выглядит, я потом посмотрю. Наглеца, покажи мне его глаза. Двое. Их два. Они сидят. Да. Пьет, да, я чувствую, вот больно вот тут. Попал? Да. Размазал твой. Нифига себе, комары пришли. Размазал там всю. Да? Всего Я думал, комаров вообще не будет ни одного. А вот уже. Крем из комара у тебя. Пока мы поедем, поставим машины, сейчас девочки тут все соберут, упакуют, чтобы не тратить время. Моя байдарочка, по которой я очень скучал всю зиму с сентября. Как она собирается, как раз расскажу вам и вам. Здесь 4, получается, отсека, и вот их по очереди сначала нужно чуть-чуть поддуть, потом вот седлушка. Всё. Она готова, осталось накачать 4 дна и все. Хорошо. 4 в смысле баллона. Ну все, мы поехали. Да? Все, Игорь. Откуда тебя взяла? Да, красавица моя. Сейчас впервые ее испытаю на текущей речке. Ни разу же она не была на такой. Ой, это я отдаю. Мало кто был на этой речке. Возьми. Смотрите, как здесь красиво с этой стороны. Тоже такой вид. Скалы. Вообще красота.
Забыл вам рассказать про вот этот вот лайфхак. Очень крутая штука. У меня от дороги шея устает, болеть начинает, когда долгая дорога. Я все время что-то подкладывал. А вот эту подушку, это ортопедическая, вот она, ну, прикольно вообще. Она, ну, стоит рублей 500-700, я в хозмаркете взял. Реально рекомендую тем, у кого вот устает шея в дороге, вот она вообще удобная. В ней, в принципе, спать даже не, ну, можно в самолете, там, где угодно. Вот поэтому я в ней и бегаю. Но она тут застегивается. Ее, чтобы лишний раз не снимать, я так вот ношусь. Едем, перегоняем машины. Сейчас найдем, как добраться обратно. И плывем. Вернее, как говорили мне, когда я раньше говорил плывем, мне говорили плывет бывалые туристы. А мы идем. Ну все, мы в Улан-Ханане поставили вот на такой территории машины. Сфоткаемся на память. Наш флаг, Турплуг, Торкорлуп, Арго. О, моя накачанная уже. Попробовали? Нет, Нет мы еще? даже не оделись. Это чье? Наше? Нет, мое. Наше? Так, наконец-то свой неопрен уже не одевал года 2 точно. В общем, я, как всегда, подзатупил чуть-чуть. Мы договорились, что я вот это отнесу в машину, тяжеленный пакет с консервами. Еще мне попросили вот эту сумку ненужную тоже отнести в машину. Я, конечно, благополучно отнес, и теперь не могу найти свои вещи, в которых я хотел сплавляться. Походу, я их отнес. Блин, вот как так вообще можно? Скажи о том, что машина стоит 30 километров отсюда. Ну, машина 30 километров, да, отсюда. Кстати, да, Улан-Ханан, мы увезли машины в 30 километрах отсюда. Сейчас нас девчонки, спасибо, им привезли. Хорошо, что мы их встретили по дороге. Сейчас вот собираемся, пакуемся. Комары жрут жестко. Я не ожидал, что вообще комары будут. Офигеть. Они вот все, разлетались. Это мы поймали, похоже, самый старт комарины, да, сегодня? Погода такая соответствующая, жара. Вот их просто тьма. Ну что ж, будем привыкать. Теперь надо все аккуратненько здесь привязать, так, чтобы никуда это все не делось. Потому что у нас бывало, что оплывали бочки с едой, которые у нас были. В бочке были все крупы, все, что у нас на поход на 10 дней. Ну хорошо, мы потом догнали груз. 3 штыка. Я, по идее, всегда так делаю. Этого достаточно. Теперь надо вот эту самую тяжелую и еду на жопу сюда вот раз. И проверим, какой я буду маневренный, да? Маневренные будем? Очень. Конечно, будем. А куда деваться? Тут хочешь, не хочешь, придется маневрировать. Я же этот штатив забыл убрать. Селфи-палку. Блин, ну ладно, привяжу куда-нибудь. Я, кстати, не взял сейчас с собой сплавную одежду, частично, вот футболки. У меня в итоге одна футболка на весь поход. Вот эта, которая на голове. И там еще какие-то вещи, я еще не понял какие. Дождевичок. Ну вот, в общем, нормально. Сапоги одел. Сейчас пасек. И все. И пошли. Ой, Вся как в воду почистил. Вкусно, конечно. Я же варил. Так, мне бы сейчас ноги как-нибудь тут, конечно. Сейчас вот упоры подстрою под себя. Так, упоры есть. Ну можно на месте стоять, если что. Даже с отрицательной скоростью идти. Камеру надо нажать, а потом отжать. Я не дотянусь до нее. На камеру, главное, чтобы угол был наверху. А помните, как чалится, если что?
Да помню. Точно? Все помнят? Вы помните? Показывай. Короче, надо кричать к берегу туда. Идете, разворачивайте нос, не бойтесь, задом. Вас течение уносит в задницу туда. И вот так держите курс. И вот этим веслом просто подгребаете к берегу туда, куда нужно. Но это на течение. Если такая спокойная, то вы как хотите. Все, да? Сейчас, подождите. Вот эта тема. Вот такую реку я еще на этой байдарке не испытывал. Ребята, я волнуюсь на самом деле чуть-чуть. Ну, волнуюсь из-за того, что я 2 года, считай, по быстрым речкам не ходил. И на этой байдарке я не ходил по таким текухам. Я ходил только... Ну, конечно, надо минут... Я уже почти адаптировался. Надо было просто почувствовать воду. Все. И вперед. Сейчас будет поворот, поворот, поворот. И потом Улово. Мы сейчас в этом улове встречаемся. Обливняк! А, ну тут нормально. Блин, а как круто одному. Я все-таки раньше все время с напарником ходил. И ты не контролируешь полностью процесс управления байдаркой. Улово. Оп. И сюда входим. Сейчас я на пустом месте чуть не кинулся. Все, уже воды. Болото. Уже полная байдарка, разок по этим шиверам прошел. Вот эти байдарки у ребят с самоотливами, да? Да. Это очень крутая тема. Вода выходит, а у меня вот... Тебе надо что-нибудь дальше. Отчерпать? Придется чалиться и сливаться периодически. Мы так обычно делаем. Это мелко, попробуй, может ты станешь? Ой, Ни хрена себе тут глубина, смотрите. да я вот и смотрю. Кто сказал, что река мелкая? Весло у меня уходит. Так она знаешь, как поднялась? Фига себе. Вода очень высокая. У вас есть там чашка и кружка? Полную начерпал лодку. Да не, я нормально пойду дальше. Нормально, да? Я, кстати, Так она что-то мигает. шел нормально, и тут, когда заходил А в что? улов, Выключи чуть-чуть типа? накинулся. Типа? Нажми, выключи, потом еще раз включи. Идем до следующего улова, да? Давайте все напиваемся. Водички. Ой, сейчас напьюсь и буду буянить. Да, блин. О! Ну все, поехали. Хороший. Да, идем. Ну давай. Вперед, предыдущий. Там скала, кстати. Не прижимайся к скале. Я постараюсь. Говорят, не прижимайся к скале. Вон там скала. Сейчас мы к ней будем не прижиматься. Вон они, бревна лежат. Какой штуки прошел. Стремно. Я думаю, там бревно сейчас будет подо мной. Ну, какие домики интересные. Красота. Постоять чуть-чуть. Оп. Пу-бам. Что там шумит у нас? Бурончики. Смотрите, какой шум. Дрона пустим. Игорёна пустим. Да. Значит, справа, да? Да, там, Отсюда как будто бы влево идет что-то там. там на два делится. Там кусты вон. Идите, идите, я вас снимаю. Надо же пару кадров.
волны же такие здесь косые. У меня байдарка груженая и неустойчиво получилось. Я на такой, как бы на пустой, может быть, было вообще гораздо легче. А тут ее прям болтает в разные стороны. Это, конечно, немного напрягает, но сейчас я уже почти адаптировался. Бурляхиво. Там осторожно, подстучивай. Нормально. Блин, солнце еще в этом месте прямо ослепило. Волна пыхает, лицо мокрое. Да, и бочечки. Да, обратный вал даже. Ну, я сейчас закрутила здесь вот. Крутяк. Пустите. Пустите, мы отходим. Милка, ты фотоила, смотри сюда. Пойду погуляю. Ой. Ничего себе, что я нашел. Тут, короче, труп косули объеденный. Надо же было мне именно здесь причалить, да? Вот смотрите. Надеюсь, это зрелище никого не шокирует. Но это Якутия, это сезон сейчас, охота начался. Здесь, по идее, вот это вот, ну, такие штуки, это нормально. Помните, я говорил про интуицию? И вот опять на ваших глазах сейчас. Вот чем отличается этот кусок берега от других вот кусочков? Ну, тем, что здесь вот трава вот так вот, что можно было причалить. Но и там такие места были. А я же плыл, вот вы видели, и мне резко, оп, захотелось причалить. Причалил, и вот тут такое. Ну, это очень необычно. Для меня это вообще, ну, необычно. То есть, ну, мне кажется, тут не каждые 20 метров лежит что-то вот, ну, подобное, животные. Надо ее слушать. Иду. Ну как вам нравятся эти покатушки? Надеюсь, у вас есть ощущение, как будто бы вы со мной в байдарке сидите и гребете. Так, что-то шумит там. А шум впереди — это всегда неизвестность. Ну как вам? Сливаться собираешься? У тебя вода, я даже отсюда. Теперь да, вот она, полная. Сливайся. После этих штук, конечно. А вы говорите, тут такого бывает. Офигеть. Видно, что кайфует такие, как на американских. Блин, а мне-то на своей стрёмненькая, она у меня килевая. Она же вот Конечно, на уровне. груженая, я там... Зато, знаешь, такой, как это, как скилл повышаешь. Ну, не опереться, там глубина уже сзади. Ага, там еще лед, наверное. Что там за лоси, кстати? Мы назвали порог, который мы только что прошли, 3 лося. Все запомните. Я думаю, что у него нет названия. Это было, скорее, ну, около двоечки это было, да? Почему мы ему дали название 3 лося? Потому что мы недалеко от нее видели лосей 3.
3 лосей видели, да, вот тут где-то? Когда пешком ходили здесь, да? Вы что, зимой ходили в пешку постоянно? А с воды впервые, да? Мы все? В воде впервые. Круто. Да. Она прям это самое. Ну, по ней забавно идти. Интересно. Вот скалы. Прикоснемся к ним? Они тут... Здравствуйте, исполины. Рада вас приветствовать Они же как бы в гостях у вас, да. Они охраняют выход в устье от незваных гостей. А мы, викинги, плывем. Но мы плывем с добрыми намерениями, правильно? Поэтому они нас пропустили. Гребите, у вас там ветки идут. Ё-моё. Вот, теперь вот можно насладиться. Река такая спокойная стала. Можно прям... Вот так вот. Так, время идет. Сколько по времени? Да. Покажи. Идет, идет. Вот это оставлю лицо такое, покажи. Так, девчонки, выгребайте. Я, короче, я туда прошу. Это та же речка, да? А, это остров. А я испугался, что я в другую реку пошел. Мы на мель сели. А я пока рот разинул на вас посмотреть, ушел, в струю левую пошел. Ух ты! Какая штука. Там мост был. Камеры все сели, вот такие скалы прикольные сейчас проплывали. На телефон поснимаю чуть-чуть, пока это возможно, на спокойной воде. Ничего себе, что происходит. А это что, завал, да, получается? Прикольно. Это же как сегодняшний итог, представляешь? Такое ощущение. Слабо нырнуть в эту штуку? А что нам делать? Обносить эту штуку или что? Зачем? Там девочки сейчас отталкивать будут. Бревна, да, там нужно? Будем разбирать. Мне кажется, оно плотно сидит там, нет? Он наглухо сидит, вот видите? И оттуда, и отсюда. Так, ладно. Извините, я помог, но у меня тут съемка идет. Руки заняты. Ну сейчас я, если вы не будете справляться. Нет, имеется в виду это. Тебя тут откапывать еще из пены. Во-во-во, молодец, Мура. Теперь вот эту давай. Ты держись, главное, за ветки, Мура. Что, все Вот прошло? её надо поднять. Вот так. А, теперь то сдвигаете, да? Пройдем, подожди, пока стой. Так. Сейчас все, мы ее вниз. Ничего себе вы, девчонки, молодцы. Я думал, оно плотно вообще стоит. Выбрались? Да, очень забавная штука. Это устье, да, уже? Такие тут скалы. Вон такие здоровые там. Прям красота. А вот и ледоход. Все, выходим. Черти, блин, в пене. Берег сухой. Вот такое вот тут прикольное место. Прямо на берегу Лены. Устье КТМ. Оля шустренько с костром разобралась. Пока я тут бегал с вещичками. Опыт не пропьешь, да, Оля? Костровой. Самое главное после сплава согреться. Дубак мокрый же. И сейчас солнце ушло, холодать начало. И прям... Ну так же всегда, в основном с перехода, насколько я помню. Всегда приходишь к вечеру такой замерзший, замученный, голодный. Сейчас будем кушать что-нибудь, да, готовить.
солянку. Тут надо одеть налобник, а то в руке что-то неудобно камеру носить. И все вам это показать. Где налобник? О, сколько этих подснежников, да? Тоже здесь. Красиво. Наконец-то руки свободны. Можно немножко побегать. Я вот не знаю, где гамак вешать. Палатку я не взял. Нужно будет походить, поискать место. Ничего себе, здесь так прикольно. Ладно, пойдем кушать, готовить. Такие вот у меня компактный стульчик, стол. Очень удобно. Легкие, маленькие. Буду помельче резать, чтобы недолго варилось. Так, жирок. Такую вот пряную соль взял. Адыгейская пряная соль. Специально для походов. Для привкусов солянки. Немного колбасы. О, хороший жар пошел. Закипело, я водички отлил и сразу пошло. А это что за ложка? Мешай. Можно, да? То ей поудобнее, чем ножом. Вот эти штучки крутая тема. Это мне мама передала. Она сушила помидоры, перец, чеснок, лук. Чисто такие сушеные. Я туда еще специи сразу накидал дома, чтобы сразу с специями совсем. Это у нас вместо томатной пасты. Оп. Маслины целиковые любите? Да. Не буду пополам резать? Нет. Ну, отлично. Ой, что-то спина заболела. Надо прилечь в гамак. Только где? Пока светло, надо тебе заводить. Да не, найду. Дождя не будет, да? Нет. Сверху может тент не вешать, я могу так туда. Да разберусь, я найду что-нибудь. Жарко, да? Угу. Эта банка такая тугая. Так, это у нас перловка уже готовая. Оп. Уменьшим огонь. Можно и такое есть. Прямо из банки. 40 рублей, по-моему, всего лишь стоит такая. Да. Слушайте, прикольная штука, вот эта перловка. Вкусная. Ой, а что тут такое острое? Перец. Остренькое любите? Очень. Что-то прям острое получилось. Это сушеный перец, похоже, такой дал вкус. Ну ты бахнул, слушай. Нет, там не только перец, там была смесь. Красный это все перец? И, нет, это помидорки еще. То есть, по идее, вот эта соль прикольная. Маслины же. Забыл. Никто не пьет сок от маслин? Я пью, но от зеленых, а этот черный. В чем разница? Не знаю, почему-то черный я не пью. В чем разница? Сейчас проверю. Потому что он невкусный. Так, и тушманчик. Тушман, кстати, я бы здесь его сейчас это Всякая муха. Муха! подогрел бы отдельно, поджарил бы. Мне так больше нравится. Какая там прикольная штука получилась. Здесь вот. Ну-ка, что там у нас получилось? Ух, надо еще соли. Все, финальный штрих. И надо дать этому всему потомиться. Вот эту зажарочку сейчас с тушенкой такая. Хотите попробовать кто-нибудь? Она очень вкусная, кстати. Тем более это Я моя прям... ложка. Можно вот так вот кушать. Оставите? Не. Просто она не помещается, Пускайте. видишь? А, да? Много. Ну, это моя кружка. Ну. И, конечно же, вот заправка для солянки. Это же самое основное. Вот я огурчики соленые не купил. Ну, там в банках. Нет, ну там должно быть. Должно быть, да? Мгм. Что тут вообще непонятно, что там смесь такая каша. Но это еще не все. Это еще не все? Еще сметана есть? Еще есть кое-что. Укроп и петрушка. Хватит, хватит, что-то Кружка. много-то. Зелени много не бывает. Да. И еще кое-что. Лаврушечка. Лучечка. Обязательно. Раз. Два.
3. Все. Накрываем, настаиваем. Молодец. Все. Главное, чтобы по вкусу было тоже молодец. Накроем. Ой, как пахнет уже сюда. Соляночка. Ради этого можно Игоря. идти долго. Шеф-повар Игорь Эркин. Оливки не забудьте, пожалуйста. Да я тебе и Сразу письмецо пачку тоже. письмецо. Хватит. Это перекусончики, которые мы должны были в дороге перекусывать, да, я так понимаю? Да. Все понабрали, кучу всего. Тарелочка. Но у вас все время вкусняшки такие, я, блин. Это чья тарелочка? Это моя. Не шевели. Поместить можно туда. Вот. Со дна там перловочки. Обязательно. Оля, где твоя Хорошо, мини? вот. Моя, Вот они. Да. Скажите мне, что завтра Ух, 20 да, градусов да, будет, завтра тоже 20. Да. Не Сейчас верю. 2 дня, а да. потом... Ну, спасибочки. Ничего не сильно слепит? Сейчас нет. Это что такое? Это паста сырная. Ничего себе. Паста. Это круто. Я бы даже все это Кому ел хлеб дай? без хлеба, потому что хлеб заполнит пространство в желудке, которое может заполнить сырная Другим, да? паста. С чесноком, да? Да. Готово. Вкуснятина. Класс. Очень вкусно. Слушайте, я так давно не кушал. Ну, тушенка вообще кусками мяса. Это меня приятно удивило, да? Да, слушайте, я прям очень приятно сегодня удивлен. Ну, во-первых, своей байдарки я рад. Я поначалу как-то так пук-пук с непривычки чувствовать начал, и прям вообще кайф. Когда плывешь, ты контролируешь все. Это чувство мне даже не давали предыдущие походы, когда ты вдвоем с кем-то плывешь. Когда ты там гребнешь в одну сторону, в другую, ты там ни туда, ни сюда. Я, знаете, так радовался на пшеке, когда у меня 3 весла подряд потерял мой напарник. Давай я сам. Инструктора на меня смотрят такие: Игорь, ну как я? Да, отлично. Мне стало тяжело, но мне стало, ну, физически, но легче стало, потому что я все контролирую. Я сижу сзади, он на носу, сидит там, наслаждается видами, а я сзади загребаю. Инструктора говорят: ну вот, пойдя, видно, тебе легче стало, ржут надо мной. Солянка классная. Маме большой привет и спасибо за сушеные овощи. Да, мамуль. Передавай обязательно. Твоя сушонка нам вообще в походах помогает. Мама все смотрит, так что она получила твой привет. Девчонки легли спать. Палатки поставили. А у меня возникла дилемма, где повесить гамак. Я что-то пошел и понял, что тут холм. И, в общем, нигде не повесить. Вот 2 сосенки такие здоровые нашлись на склоне под углом. Ну ничего. Расстояние, конечно, большеватое, но мне кажется, можно как-то натянуть. Единственное, что здесь вот эти колючки опять, как вот на иланке были кругом. Но сейчас я умнее, я на иланке в обычных перчатках их отсюда убирал. А сейчас... И тогда мне все руки были жестко в иголках, болели потом неделю. Сейчас я уже умнее. У меня вот такие вот перчатки сварщика костровые. Сейчас я ими тут все повыкорчевываю и повешу. Я говорю, что большое расстояние слишком. Но у меня нет вариантов других. Я надеюсь, у меня веревки затянутся, я буду провисать, не будет, ну, так комфортно, как должно быть, но мне кажется, я настолько устал сегодня, что и не выспался, что я нормально посплю. Попробуем. Тут вот эти стропы, если их не хватит в обхват дерева, то уже плохо. Не, ну здесь веревку можно за него зацепить. Так же он делается, оп. Ладно, с этим нормально все. Веревки тут интересные такие. С виду тоненькие такие вот. А ничего, держит. Смотрим расстояние. Раз. Ну-ка. Все, хватает. Отлично. Нифига он такой прикольный. Оказывается. Короче, система, как натягивать такие вот веревки. Вот если здесь нужно завязать нам узел, австрийский проводник называется. Раз, петелечку. 2, петелечку. Потом вот этот кончик верхний надо продеть вокруг и вытащить здесь серединки.
В общем, можно в интернете посмотреть, как вяжется австрийский проводник. Вот. По идее, этот узел не должен затягиваться при такой нагрузке. Теперь берем так, оп. И у нас пошла система полиспас, по-моему, это называется, да? Натягку, оп. Теперь мы еще вот сюда. Здесь просто вот петлю зажал вот этим вот. Так-то не должны быть такие толстые деревья. И смотри. Нет, что-то я не то сделал. Ну, вот здесь плохо просто уходит. И по идее вот эта система рычагов, которая так вот чук-чук, хорошенько натягивает гамак. А ты же раньше по-другому делал. Да, так у меня гамак был другой. Или сказываются навыки альфа-школы. Ну да, это тоже, наверное. И здесь накидываем как-то. Я не помню, как мы здесь накидываем, кстати. Так вот раз. По-моему, вот так вот. Держится. Как Ну вот, сеткой, да? сеткой, да, А вот москитка. это? Нет, это просто как бы... Это если для что. вещей снизу. Ага. Тут, видишь, кармашки такие для вещей. Вот тут сбоку. Ну, то есть, А. чтобы они в кучу не скатывались. Здесь Ага. кладешь тут. Подожди, а если будет дождь, то ты как? Сверху тент еще один. Просто я его не А. буду натягивать. Все ясно. Ну вот там из-за того, что у нас вот должна была петля просто выйти, вот эту вот, и тогда бы она бы нормально натянулась. Она там жует ее. Наконец-то я лег. Сеточкой закиньте. Ну вот так вот, оп. Здесь вот телефон вешается. Такая штука. Прикольно, продумано, да? Да, он вообще продуман. О, как хорошо. О, как мне этого не хватало. Как он называется? А? Rebel Gears 2. А, Ну все, постелька у меня есть все, отлично. на сегодня. Даже если она там... Утром рано не вставай, я приду сфоткаю. Я не собираюсь. Ну все, давай. Давай, спокойной ночи. Спасибо за компанию. Спальник, подушечку и спать. Спина ноет с непривычки. Ну, вроде уютно. Хорошо.